Шайба, кожаный мяч, веселый дельфин. Эти сначала всесоюзные, а ныне всероссийские детские соревнования имеют историю не одного десятилетия. А сколько олимпийских чемпионов начинало свой путь в подобных турнирах, трудно сосчитать. Турнира юных баскетболистов в этом списке, как ни странно, не было. И вот на этой неделе в Санкт-Петербурге впервые прошли соревнования под названием «Веселый жирафик». Пока эта акция сугубо городская, но у организаторов далеко идущие планы. В этом убедился Вадим Белогин. Широко стали! На кольцо! Лиза! Эти эмоции тренера Натальи Штанько понять очень просто. Для ее подопечных, 10-летних баскетболисток Невской детской спортивной школы, это первый официальный матч. Так что волнение объяснимо. Как все получится, что скажут родители после игры? Действительно, первая официальная встреча – серьезный экзамен для всех. Очень волновались, конечно, тренировались, готовились. Форму примеряли. Это опыт, они набираются опыта. В игре они очень многому учатся. На тренировке этому не научишься. Судьи, правила игры, зрители. Конечно, игра очень много, соревнований. Хорошо, что побольше бы проводили соревнования для детей. Но вот все волнения позади. Победа 21-18. И если уж тренер не может скрыть эмоций, об игроках и говорить нечего. Команда у Натальи действительно дружная. Победа, очень довольна победой. Да! Глядя на детскую радость, понимаешь, что главная цель, поставленная организаторами, достигнута. Кстати, любопытный факт. От момента формирования идеи праздника до определения названия и талисмана прошло много времени. Предложений была масса. В итоге выбор пал на жирафа. Идея пришла спонтанно. Думали, что придумать для детей. И решили найти вот такое животное, образ, который бы соответствовал баскетболу. Посмотрели книжки веселые, всякие детские. И подумали, что жираф, наверное, это самый оптимальный герой, который действительно соответствует баскетболу. Турнир был не просто игровым. Одними матчами дело не ограничилось. В качестве разминки были предложены веселые эстафеты. Мастер спорта международного класса Наталья Перевозникова в составе «Балтийской звезды» выигрывала бронзовые медали национального чемпионата и Кубок ФИБА Европа. Сегодня в качестве гостя сначала провела мастер-класс, а затем уже оценила, как ребята усвоили ее уроки. Ребята очень хорошо подготовлены. У Калининской спортшколы даже проглядывались командные действия не только в игре, а еще и в эстафетах. То есть такое тактическое мышление. Я рада, что у нас еще есть тренеры, которые работают. Речь идет уже о турнире мальчишек. Здесь играли команды 1996 года рождения Кировской и Калининской спортшкол. Победили калининцы 29-18. Первый раз в этом турнире участвуем, и лично мне понравилось. Да, ну всем, я думаю, даже всем понравилось. Всем понравилось, вот какие игры были, как мы играли. Очередные соревнования пройдут уже в дни зимних школьных каникул. Возможно, местом проведения праздника детского баскетбола станет Кронштадт. Географию турнира необходимо расширять. Я хотела видеть действительно это, чтобы жирафик ходил по всей стране. Все его узнавали и видели. И проводился в различных регионах нашей страны. Пока сейчас мы планируем закрепить этот жирафик на уровне нашего города, проводить, чтобы он стал систематическим во все каникулы детские.